Давненько не виделись. Ух ты, ух ты. Как его там? Ну, вроде так. Ну что, ребята, с того последнего эфира прошло немало дней. И как у всех, большинства, как и у некоторых, тоже постигла та же участь. Так называемый ковид. Да-да. Через него проходил. Слава Богу. Не сильно. Поражений почти 0. Говорят, ленивцам везет. Ну, что было, то прошло. Так, чувствую себя нормально. Полет нормальный. На кону. Сколько там? Так, дайте посчитать, ребята. Секунду. Сегодня хочу в прямом эфире продать несколько ножей. Что, давно не был, да, давно не присутствовал, да, есть такое, есть такое. Ну, кто берет, тот берет. По заказам завтра наконец-то обзорчик начну. Ваших заказов. Обзоры. Так. Вот. Ну, это уже вопрос. Ну, 3 ножика. Привет, привет. Так, ну что, ребята. Сначала хочу поделиться такой важной информацией. Верьте, не верьте, но будет такая информация, вернее уже озвучена, вернее уже сказали, передать всему миру, кто видит и слышит. Числа так 22 августа не будет интернета, отключится в течение 1,5 предварительно месяцев. Ну, ребята, кто верит, то не верит. Кто верит, то наверняка услышит, что-нибудь предпримет. Я лично в это не только верю. Вот. Так что дело серьезное. Без шуток. Почему отключают интернет по всему миру? Не только в Якутии. И так у нас хромает вот весь день. В эти дни, как видели, слышали, пожары и так далее. Но хвала Всевышним, дождик весь день вчера лил. 99% в Якутии пожары потухли естественным путем. Так что верхним силам еще раз спасибо. Айниларгамахтал. Вот. Ну что, ребята, произойдет, если интернет уйдет? Через Pay невозможно оплатить. Интернета нет. Карты не работают. Интернета нет. Все магазины закрываются. Оставшие продукты дорожают в 4 раза. Бензин, само собой, летит куда угодно. Газ то же самое. И
И самое плохое будет, что кризис, если твои деньги были на счету, и к этому времени невозможно будет снять свои кровные. Просто не дадут, да, на карточке есть, да, видим, но не можем. Администрация банка не желает вам выдать ваши деньги или выдадут не 100%, а процентов 25 оставят в банке. Да, вот такая серьезная проблема. Будем ходить, как говорится, мешками денег, и не возможности что-нибудь купить не будет. Об этом говорят не только ясновидящие, сказали давно, но и действующие, которые контактируют с верхним миром. Как известно, ребята, мы живем в серединном мире, правильно? Там наверху рай, внизу ад, это всем известно, правильно? Вот. Между мирами некоторые люди держат связь, вот, не только снятся, но и наяву. Вот. Ну, скажете, шаманы, шаманки и так далее. Ну, есть такое немножко, но в простонародье, в данной жизненной ситуации, в этом сегодняшнем дне, такие слова вроде как слышны из некоторых уст, как некоторые негодяи, шарлатаны и так далее. Это, ребята, не так. Они были испокон веков, есть и будут. Вот. Ну, от пресков куда уйдешь. Итак, информация такая. Вот. Так что запаситесь продуктами, бензином. Вот. А что будет, когда наконец-то придет интернет? Обнаружим ли все оставшиеся деньги из своей карты? Неизвестно. Вот. Миру пойдет хаос конкретный. Много самоубийств будет наверняка из молодежи. Особенно блогеры. Вот. Ну, молодые. Хаос. И с этого момента, ребята, наступает и хороший момент у нас в России. Доллара такого уже существовать практически перестанет. Евро само собой. Фигу покажем. В Азии будет рулить другой эквивалент в рублях. Да, деревянные. Ну, биткоин само собой, золото само собой останется. Вот. Вот такая странная новость на этом канале. Так, ну, пожалуй, покажу некоторые ножи, которые в наличии. Кто желает, приобретает. После эфира в личку. 13 в темном. Чубуку. Рукоять. А сталька уже у нас тяжелая. Очень плотная. Самая та. Называется сталь PGK. PGK. Да. Там, где не обработано станком, может появляться ржавчины. Ну, не сказать, что глубокие, но уход, ребята, требует. Это не ржавеющая сталь. Нельзя сказать. Она может ржаветь и темнеть. WhatsApp знаем.
там в личку пишите. Там уже определим, что-то как. Второй представляю. Та же сталь. PGK. Обух 4. Мощный. Плотный. И третий ножик. Шейничек в коже. Тоже в темном. Длина у него 12. Тоже в GK. Кто желает, пишите в личку. Ценник большой такой разницы нету. Ну, про сталь PGK. Ребята, это очень твердая сталь. Раз в году точится однозначно. Режет все. Гвозди, не гвозди, руби, не руби. Очень ударопрочный, потому что углерода у него много. Ну, поэтому и терминеет, и ржавеет. Но при правильном уходе ничего не происходит. Но какой уход должен быть ножа? Поработал, почистил, помыл, сухо потерел. Но все-таки, если у вас влажно в вашем континенте, у нас, например, в Якутии сухо, аж пожары везде были. Вот. Влажность всего 12-20, где-то так, в среднем. Влага имеется. Вот. Ну, если у моря, ребята, сами знаете, в горах влажности много. Там он лежа просто красивеньким образом одеяло оденет. Ибо избежать такого просто потерите маслом или салом, чтобы реакции с металлом и воздухом не было. Вот так вот. Вот такая маленькая информация. Думайте, ребята, посмотрим. Буквально меньше месяца осталось. В то время посмотрим, как будет. Но очень уважаемые и очень большие люди. Не в том плане, что они олигархи или политики. Нет. Очень простые, но держащие связь с иными мирами, так и сказали. Так что хотите верьте, хотите нет. Дело вам решать. Тем не менее, если есть желающие, посмотрят этот эфир завтра, послезавтра, поймут, что если есть наличие ножики, помимо этих трех, да, есть. Не скажу сколько, но есть. Вот. И наконец-то своим заказчикам, которые заказали PGK и РВЛ-ки, обзоры с завтрашнего дня и отправка завтра. Потихоньку работаем. Все комплектующие имеются. Большой маховик разгоним. Если разгон будет, то и много обзоров будет. Еще раз повторюсь. Сталь очень прочная, надежная. Тупица, не тупица, нет, ребята. Это уже другой уровень, братан, другой уровень. Ну, в плане режущей стали. Дай бог, свидимся.